Протекающую крышу многоквартирного дома по Ленина, 16 в Ухтинском поселке Водный отремонтируют. Как и обещали в региональном фонде капремонта, все силы сейчас брошены на восстановление разрушенного участка покрытия кровли. Напомним, плановый капремонт крыши начали еще в мае, а в конце июля во время дождей чердачные перекрытия проломили потолок в одной из квартир второго этажа. Устранять эту проблему уже начали, но в процессе появляются новые. Какие, узнала Виктория Науменко. Этот устрашающего вида мешок из натяжного потолка в квартире Натальи Костиной висит с 29 июля. Именно тогда в квартире женщины внезапно обрушился участок перекрытия. Наталья с семьей была в отъезде, а когда вернулась, обнаружила эту жуткую картину, которая позже разошлась по соцсетям. Это вот хорошо, что вот выдержало, потому что если бы это не выдержало, я не знаю, что здесь было. Натяжной потолок в квартире Натальи совершенно новый. Женщина закончила ремонт только в январе и даже не предполагала, что ее ожидает буквально через полгода. Теперь все обновленные интерьеры под угрозой. Во-первых, с конца июля квартиру регулярно топит. В последний раз залило минувшей ночью. С утра как раз вот мы проснулись, и у нас весь пол полностью был в воде. То есть все залило. То есть как я поднялась с утра на крышу, рабочие сказали, что вроде по прогнозу никакого дождя не предвиделось. Мы это открыли, думали, за эти дни успеем сделать. То есть крыша стояла без кровли и, соответственно, все опять протекло, уже ламинат начал вздуваться. Но главная проблема сейчас в том, что перекрытие над квартирой Натальи на следующей неделе будут переделывать полностью. Чтобы окончательно решить проблему с протекающей кровлей, необходимо полностью, до основания, до самых балок снять существующее старое покрытие и заменить его на новое. На это время хозяйки квартиры предлагают вообще съехать, мебель вывести, а за сохранность интерьеров при таких масштабных работах не ручаются. Мол, прежде чем делать дорогостоящий ремонт, нужно было проконсультироваться с управляющей компанией по поводу состояния дома и возможных сложностей. Альтернативный вариант – прикрыть проблемный участок новыми досками и утеплителем. Но это, как пояснили Наталье, как мусор под ковер заметать. Вариант временный, чреватый еще большими проблемами в дальнейшем. К демонтажу перекрытия на проблемном участке готовы приступить на следующей неделе. Пока женщина ищет временное жилье минимум на неделю. Надежда на городскую администрацию. Если мэрия не поможет, тогда Наталья попробует найти временный приют у родственников и знакомых. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта, Водный.